Сегодня я бы хотел поговорить о всегда, во все времена актуальной теме. О знаниях. И для знающего просят прощения те, кто в небесах, и те, кто на земле. И даже киты, рыбы в воде, в океанах, в озерах, в морях. Если мы перед собой ставим какие-то великие цели, а мы ставим перед собой великие цели, то без образования, без знания, полноценного знания, которое начинается, конечно же, с познания Всевышнего, с таухида, достичь этого нереально, невозможно. Сколько среди нас сегодня инженеров, сколько среди присутствующих есть докторов со званием, сколько ядерщиков, сколько конструкторов? Наверное, нет ни одного. Нет ни одного. Вот наше положение умма. А мы мечтаем о чем-то великом и тому подобное. То все мы в грехе живем. Все, но не осознаем это. Самые серьезные инвестиции, которые сейчас осуществляются, они осуществляются не в оружие, не в что-то там, а именно в образование, именно в знание. Потому что будущее за технологиями, за знаниями. Невежество даже плюс религиозность. Человек может быть набожный, но не знающий, нет у него знаний. Результат какой? Это крайности, терроризм. На самом деле так. Это абсолютные крайности какие-то. Либо туда, либо сюда. И мы видим это сегодня. Пусть Всевышний Аллах сделает нашу умму процветающей. Дорогие братья, сестры, сегодня я бы хотел поговорить о всегда, во все времена актуальной теме. О знаниях, о важности знаний, о том, какое внимание этому уделил Всевышний, всемогущий Он и велик, а затем Его посланник, да благословит Его Аллах и приветствует. Важность того, чтобы мусульманин, мусульманка были образованными, неимоверно. Знания в исламе имеют огромную, великую ценность. И именно поэтому Всевышний Аллах, ниспослая свою последнюю книгу, последнее писание, верное руководство для всего человечества, вплоть до судного дня, которое ниспослалось мунаджаман в течение 23 лет, в зависимости от обстоятельств, причин ниспосылания, Коран не был ниспослан одной книгой, как мы ее читаем сегодня. Он начал свое откровение, как вы все знаете это. С каких слов? Он начал это откровение со слов «Икра! Икра бисми раббика аллази халак». Он начал это свое откровение с этих слов. Да, сегодня мы открываем Коран и начинаем читать Коран, суры Фатих, она открывающая. Но откровение, и мы все это знаем, многие, а кто не знает, так знайте же, оно началось с этих слов. Читай, о Мухаммад, и вся твоя умма. Читай именем твоего Господа, который сотворил. Халакал инсана мин алак. Сотворил человека из густой крови. Икра ва раббукаль акрам. Читай, и твой Господь наищедрейший. Аллази аллама бил калам. Который научил тростью. Алламаль инсана ма лам я'лам. Научил человека тому, чего он не знал. Братья, сестры, то, что знания в исламе важны, подчеркивается Всевышним косвенно, многократно в его книге. Так Всевышний клянется в своей книге, очень часто клянется в своей книге тем, что касается так или иначе знаний. А мы все прекрасно знаем, я это неоднократно повторяю на всех хутбах, если Всевышний, а ему должно и подобает клясться своими творениями, а нам можно клясться только его именами, прекрасными и качествами, атрибутами, так вот он клянется, чем он клянется? Так Всевышний Аллах, например, говорит: вот Тур, клянусь Тур, горой Тур, уа китабим мастур, клянусь книгой начертанной, и так далее.
Или другая сура, которая начинается Нун. И далее. Уаль-калями вама ястурун. Нун. Я клянусь тростью. Всевышний говорит, я клянусь тростью. И тем, что они пишут, начертают. Теперь о словах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом контексте, относительно важности знаний. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обратите внимание, что сказал. Он сказал так. «Ман салака тарикан ятлубу фихи ильман». Тот, кто избрал себе путь, требуя знания, салака Аллаху бихи тарикан мин турукил джанна. Аллах поведет его одним из путей, ведущим его в рай. «Ва инналь малаиката ла тадау аджнихатаха ридан ли талибил ильм». И поистине ангелы распростирают свои крылья, довольствуясь требующему знания, перед учеником, тем, кто требует знания. «Ва инналь алима ла ястагфиру лаху ман фис самавати ва ман фил ард». И для знающего просят прощения те, кто в небесах, и те, кто на земле, имеется в виду творение Всевышнего. «Валь-хитан фи джуфиль ма». И даже киты, рыбы в воде, в океанах, в озерах, в морях, имеется в виду. «Ва инна фадла аль-алими аля аль-абиди». И поистине превосходство знающего перед набожным человеком, имеется в виду тем, кто не обладает этой степенью, не обладает степенью знаний. Подобно превосходству луны в полнолуние, лейлат аль-бадр. А мы все прекрасно знаем этот образ, да? Насколько прекрасна луна, когда она полная. Превосходство полной луны перед другими звездами и планетами, которых видны не так ярко и красочно. И это метафора. Дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, и поистине ученые, знающие, они наследники пророков. Они наследники пророков. И поистине ведь пророки не оставили в наследство ни динара, ни дирхама. Они оставили в наследство знания. Тот, кто взял это, то есть взял наследство пророков, имеется в виду, получал знания, тот удостоился великой доли. Разве могут братья сравниться знающие с незнающими? Да, мы можем быть богобоязненными. Да, у нас может быть иман. Но если человек знающий, он обладает знаниями, он образованный, грамотный мусульманин, то знайте, он превосходит своего собрата, который не обладает этой милостью. А знание – это милость Всевышнего, которую он дарует тому, кому желает. Так вот, Аллах Субхану ва Тааля это отдельно сам подчеркнул в своей книге. Он подчеркнул это и указал на это. Куль, куль, скажи, о Мухаммад, разве могут быть равны те, которые знают, те, которые обладают знаниями, и те, которые не знают, не обладают знаниями. И так далее. Знаете, дорогие братья, что знание, познание, на самом деле это такой процесс, который для человека начинается с колыбели, с рождения, и заканчивается, и даже на самом деле не заканчивается, смертью. То есть неважно, в каком вы возрасте, на самом-то деле, неважно, потому что человек учится всю свою жизнь. Алим, как это подчеркнул Аллах Субхану ва Тааля в своей книге, как Аллах подчеркивает это в отдельном аяте, в другом аяте,
«Вама утиту миналь ильми илля калиля». И на самом деле человек сколько бы ни познавал, сколько бы он знающим не был, он всегда остается в этом. Как Аллах говорит, «Вама утиту миналь». То есть, какое бы вам знание ни давалось, оно мало. Почему? Потому что есть тот, чье знание абсолютно, и это есть Аллах Субханаху ва Тааля. И это он подчеркивает отдельно в аяте. И поверх над каждым знающим есть более знающий. И самый-самый знающий, всезнающий, это Всевышний Аллах Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля возвеличивает человека посредством знаний, возвышает его степенями. Так Аллах Субхану Тааля говорит в своей книге: «Нарфау дараджати ман наша». И мы превозносим степенями тех, кого пожелаем. «Ярфау Аллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма дараджат». Аллах возвышает на степеня тех, которые уверовали среди вас, и тех, которым дарованы знания степенями. «Валлаху бима та'малуна хабир». Аллах сведущ относительно того, что вы совершаете. Братья, знания настолько важны в построении исламской уммы, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это важный момент на самом деле, исторический важный момент. Представьте эти события. Да? Мусульманский социум только-только формируется. Апогей сопротивления с мушриками, первая битва при Бадре, окунулись в контекст. А это борьба за жизнь и смерть, да? Но несмотря на это, какое решение принимает пророк? Мы сейчас опускаем контекст и не говорим, это решение было правильно, неправильно, потому что была корректировка относительно этого решения Всевышним, да? Но тем не менее, это решение принял пророк, проведя истишару, совет со сподвижниками. Как поступить с пленниками? Какое он решение принял? Пророк принял решение, что за каждого пленника, потому что мушрики были образованные, то есть те, кто попали в плен из числа мушриков, были грамотными, а мусульмане, большая часть, были неграмотными. И пророк принимает решение, что каждый пленник, чтобы ему дали свободу, должен обучить 10 мусульман. Такое решение принимает пророк. Это на что указывает? Это указывает на то, как мыслил пророк и какое место он отводил этому вопросу. И как глубоко ошибаются многие мусульмане, когда ссылаются на то, что вот наш пророк был неграмотный, и так далее и тому подобное. Ссылаясь на этот контекст, делая это каким-то достоинством, превосходством. Как они глубоко ошибаются. Это противоречит духу ислама. И решением посланника Аллаха в этом историческом контексте. Более того, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, определил требования знания фардан айн, обязательным для каждого мусульманина. Так пророк, саллаллаху алейхи сказал: талабуль ильм, требование знаний, получение знаний, фаридатун аля кулли муслим, является фардом для каждого мусульманина. И мусульманки, неважно, мусульманина и мусульманки. Хоть и есть относительное прения относительно этого хадиса, но в любом случае он хороший, то есть у него достоверность приемлемая. Теперь, что здесь имеется в виду в этом хадисе? Здесь в первую очередь имеется в виду, что фардом айн для каждого мусульманина и мусульманки является познание того,
что необходимо ему в этой жизни, чтобы обрести счастье и спасение в этой жизни и грядущей. Так, потому что относительно этого есть много-много точек зрения ученых. Так, он должен познать Творца, Аллаха, должен познать единобожие, должен познать пророчество, должен познать столпы ислама, которые возложены на него. Как молиться, как выплачивать закят, если он богатый, и так далее, и тому подобное мы пошли. И на самом-то деле, то есть фард айн становится для мусульман некоторые вещи, которые изначально являются фардом кифая, то есть обязательным на общественном уровне, становится для него фардом айном тогда, когда он сталкивается с этим. То есть, если вы решили заняться бизнесом, решили торговать, то знание торговли, как ее вести по исламу, так знание финотчета, бухотчета и тому подобное, становится на самом деле уже для вас фардом айн, потому что вы должны это знать, чтобы не допустить греховных поступков, не допустить ошибок, не допустить зульма, как это очень часто происходит, несправедливости в отношении своих партнеров и тому подобное. Это для вас становится фардом. То есть эти все вещи, они всегда относительно корректируются в зависимости от человека, от мусульманина, от этапа его развития, от его места в обществе и тому подобное. Это очень-очень важный момент, потому что на самом-то деле на сегодняшний день мусульмане очень плохо понимают все эти вопросы. Очень плохо понимают и очень больно видеть, когда некоторые братья-мусульмане поступают в какие-то изначально медицинский вуз поступает, а потом, когда Аллах открывает его сердце, а до этого он не был соблюдающим, он приходит, соблюдает, начинает соблюдать, поститься, молиться и так далее. Ты радуешься этому, а потом видишь, что он бросает этот медицинский вуз и решает поступить на шариат. Да, важно это все. Шариат важен. Но важно и другое. Важно и другое. Я всегда говорю, сколько среди нас сегодня инженеров, сколько среди присутствующих есть докторов со званием, сколько ядерщиков, сколько конструкторов. Наверное, нет ни одного. Нет ни одного. Вот наше положение умное. А мы мечтаем о чем-то великом и тому подобное. Вот оно понимание, на самом деле, наше понимание того, что есть фард айн, фард кифа и тому подобное. И оно демонстрирует то положение, в котором мы, к сожалению, находимся. А ведь если что-то, в чем нуждается мусульманская умма, мы зачастую с этим сталкиваемся, фард кифая, да, его смысл в чем заключается? То все мы в грехе живем. Все. Но не осознаем это. У нас какой менталитет, какой подход? Типа там кто-то занимается, да, кто-то делает. Ну, делает и хорошо. Это же фард кифая. Вот так относятся. Такое отношение сегодня. Такое понимание сегодня, к сожалению. Сегодня, дорогие братья, мы должны понимать, что если мы хотим жить по канонам Всевышнего, если мы перед собой ставим какие-то великие цели, а мы ставим перед собой великие цели, мы мечтаем, то без образования, без знания, полноценного знания, которое начинается, конечно же, с познания Всевышнего, с таухида, достичь этого нереально, невозможно. А теперь, для полного понимания, такими были наши предки в вопросе знания или нет? Какое их отношение было к знанию? Многие не знают эту историю, не знают, к сожалению. Знаем ли мы, что первая школа, которая в основе была религиозной, потом преобразовалась, стала прототипом университета, является университет Аз-Зайтуна, Джамиату Аз-Зайтуна.
старейшее из ныне существующих высших учебных заведений. Оно основано было в 8 веке нашей эры, 732 год. Исторический факт. Знаем ли мы, что первый университетский комплекс в мире, который, кстати говоря, был основан женщиной, очень важный момент, потому что некоторые братья считают, что женщины не способны, женщины должны сидеть дома, Факт. Женщина основала. Это Эль-Джамиатуль Карауйин, университет в городе Фес, Марокко. Основан Фатимой Аль-Фихри в 859 году. Является одним из духовных образовательных центров исламского мира. Из стен этого университета вышли много ученых, богословов, которые оказали влияние на умму. Более того, составителями книги рекордов Гиннесса признается старейшим в мире постоянно действующим высшим учебным заведением. Первый учебный центр, сужаем географию, ближе сюда, ближе к Украине, к Крыму. Первый учебный центр в Восточной Европе, что это? Первый, подчеркиваю, в Европе Восточной. Занджирлы медресе, чтобы вы знали. Основано в 1500 году Мингли Гераем. До него существовали еще другие какие-то мелкие заведения, но именно символом считается Занджирлы медресе. Символ крымско-татарского образования, крымского ханства. Братья, в свое время, я всегда эту историю привожу, нам ее приводил доктор наш, когда преподавал, и пытался тоже побудить нас, да, к тому, чтобы мы еще усердно учились. Это был предмет по грамматике. В свое время Запад, Америка, усвоила урок того, насколько важны знания. Имеется в виду в холодной гонке. Гонка вооружений, да, которая была между СССР и Америкой. Противостояние было. Я не поленился, нашел цитату. Приписывают ее Джону Кеннеди. Что он сказал? Обратите внимание. Он сказал так. То есть, всем известно, да, что первый в космос вышел СССР. После этого он сказал: советское образование лучшее в мире. После того, что случилось. Мы должны многое из него взять. СССР выиграл космическую гонку за школьной партой. Вот его слова. И нам доктор рассказывал также историю. Опять же, я ссылаюсь на него, это вам рассказываю. Я не знаю достоверности этого. Но после этого было распоряжение о том, чтобы провели опрос среди детей, как можно выйти в космос. И дети накидывали идеи, потому что дети не ограничены своей фантазией. Именно у детей, потому что дети – наше будущее. И то, как мы их воспитаем, какие знания мы им дадим, зависит наше будущее, будущее нашей уммы. Поистине, в день Джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши мольбы. Я надеюсь, что мы застанем этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем. Лишь Его молим о помощи, прощении. На Него мы уповаем. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, никто уже не собьет с этого пути. А кого Аллах ведет в заблуждение, того уже никто не наставит на истинный путь. Амма ба'д. Братья, по-моему, я уже приводил этот пример на одной из своих проповедей. Очень-очень-очень яркий. Очень-очень-очень такой символичный. Как понять важность знания? Как прочувствовать это каждой клеткой своего мозга? Можно это сделать через призму невежества. Представьте перед собой доску. И давайте напишем на этой доске уравнение.
Сначала константой в этом уравнении будет невежество, а потом мы заменим невежество на знание. Итак, невежество, когда человек невежественен, и бедность, и бедный, что мы получаем? Невежество плюс бедность чему равно? Преступлению. Невежество плюс богатство чему равно? Когда человек невежественен, нет знаний, но у него есть деньги. Фасад к пагубному образу жизни, аморальному образу жизни. Невежество в полном смысле этого слова, с точки зрения, в первую очередь, того, что хочет от нас Всевышний, ислама. Невежество плюс свобода. Но человек свободен. Чему равняется это уравнение? Анархии, без ответственности. Невежество плюс власть. Человеку невежественно дана власть. Чему это равняется уровень? Это гнет, угнетание. Невежество даже плюс религиозность. Человек может быть набожный, но не знающий. Нет у него знаний. Чему равняется это уравнение? К чему? Результат какой? Это крайности, терроризм. На самом деле так. Это абсолютные крайности какие-то. Либо туда, либо сюда. И мы видим это сегодня. А теперь заменим первое на знание. Что мы получим? Знание плюс бедность. Мы получим довольство. Знание плюс богатство. Что мы получим? Культуру, цивилизованность. Знание плюс свобода. Что мы получим? Творчество. Творческий подход во всем мы получим. Знание плюс власть. Что мы получим? Мы получим справедливость. Знание плюс религиозность, набожность. Что мы получим? Истикана. Следование прямому пути. Дорогие братья и сестры, и дети, в первую очередь дети. Мы, конечно, я уже упомянул, что неважно какого возраста, но познавать, обретать знания всегда поощряется. Но в первую очередь мы отвечаем за наших детей также. Дети – наше будущее, будущее всего прогресса и развития. Сегодня нам нужно вкладываться, на самом деле вкладываться, инвестировать в образование наших детей. И на самом деле, те, кто анализирует, те, кто следят, читает и так далее, самые серьезные инвестиции, которые сейчас осуществляются, они осуществляются не в оружие, не в что-то там, а именно в образование, именно в знания. Потому что будущее за технологиями, за знаниями. И это дает нам новое понимание той градации, которая есть в исламе. Да? То, что этот вопрос полноценного знания, качественного знания, он на самом деле становится на степень того, что называется в исламском шариате дарурия, необходимость. Что каждая семья должна учитывать при бюджетировании, при том, какую она сумму выделяет там, я не знаю, на питание или еще на что-то. Не ставить это на какой-то бок. А иначе, если у нас не будет такого подхода, мы, дорогие братья, всегда будем позади, всегда будем догонять. Ну, если догонять. Пусть Всевышний Аллах сделает нашу умму процветающей. Такой, какая она была. Пусть Всевышний Аллах сделает нас свидетелями на этой земле, так как подобает это быть этой умме, так как об этом сказал посланник Аллаха. «Антум шухада фил ард». Пусть Всевышний Аллах сделает наших детей образованными, лучшими, диктующими, показывающими путь всем остальным.